Обнаружила рак вовремя благодаря телевизионной передаче. Жительница Сибая самостоятельно нашла уплотнение в молочной железе после того, как посмотрела репортаж о профилактике рака груди. Женщина обратилась за помощью к онкологам и, к счастью, опухоль оказалась операбельной. Заболевание было выявлено своевременно. Из онкоцентра, где весь октябрь будет проходить акция «Розовая ленточка» по раннему выявлению рака груди, репортаж Юлии Нигматуллиной. Вот мы сейчас удалили опухоль и направим ее на срочные гистологические исследования. Судьба человека решится в ближайшие несколько минут. В этот момент волнение испытывает даже наша съемочная группа. На операционном столе молодая 35-летняя женщина. Ей удалили очень подозрительную, вероятно, злокачественную опухоль молочной железы. Прямо сейчас пациентка проснется и узнает свой окончательный диагноз. Рак это или нет. Вот сейчас отключили севофлюоран, то есть сняли наркоз. И когда здесь будут нули, человек проснется. Все хорошо, операция закончилась, вы проснулись. И вот вздох облегчения. Результаты экспресс-биопсии, которые проводятся прямо во время операции, показали – опухоль доброкачественная. Результат гистологического исследования хороший, рака нет у вас, так что скоро домой. Спасибо. Не проходит и 5 минут, и на столе уже новая пациентка. Хирург-онколог с колоссальным 37-летним опытом Марат Галеев проводит до 8 операций в день. Рассказывает, современная хирургия рака молочной железы с каждым годом совершенствуется. Раньше грудь удаляли полностью, сейчас же на первой и второй стадии вырезается только сама опухоль с частью тканей. Если же на поздних стадиях все-таки показано полное удаление железы, то проводится еще и пластическая операция. В грудь вставляется имплант. Потеря железы – это огромный стресс, поэтому даже половина женщин, обнаружив у себя образование, не идут к врачам, поскольку они боятся потерять молочную железу. Сейчас этого бояться не надо. Даже если удаляется железа, мы восстанавливаем железу или путем собственных тканей, или с помощью протеза. Жительницу Сибая Зою Хребкову тоже недавно прооперировали. Женщина обнаружила опухоль в груди совершенно случайно, после того, как посмотрела по телевизору репортаж о профилактике рака молочной железы. Я обнаружила шишку. Она была такая шишечка небольшая, но примерно как от дуба вот этот вот орешек. И у меня сразу вспомнилась вот эта вот передача, что вот про онкологию, думаю, не дай бог у меня там что-то. И быстренько, прям сразу побежала к онкологу. К счастью, образование удалось обнаружить на ранней стадии и вовремя удалить. Опухоль не успела дать метастазов в другие органы. Шок, домой пришла, начала плакать, у меня истерика, я целую неделю плакала, не знаю как. Попала к хорошему врачу с мягким сердцем, с золотыми руками. Если бы не он, я не знаю, что со мной бы было. Он меня успокоил, что тем, что с этим живут, оперируют и дальше продолжают жить, все будет хорошо, буду жить. Главное, подчеркивают врачи, обнаружить онкологию вовремя. По статистике, в 70% случаев рак молочной железы обнаруживают на первой и второй стадии. И это благоприятный прогноз. Пациентки выживают в 90-95% случаев. А вот если рак выявляется на третьей, четвертой стадии, когда возрастает риск метастазов, шанс на жизнь остается лишь у 30% женщин. Первая, вторая стадия, она нам гарантирует как бы выздоровление наших женщин. Они возвращаются к жизни, к работе, рожают. Растят детей. Вот. Нам бы так хотелось, потому что за границей это вот действительно 90% первая и вторая стадии. И отсюда же выживаемость. В этом году октябрь традиционно станет месяцем проведения всемирной акции «Розовая ленточка» по борьбе с раком молочной железы. По всей республике в онкоцентрах и поликлиниках будут дни открытых дверей. Весь месяц врачи будут работать по субботам, проводить исследования, УЗИ, маммографию. При этом, говорят медики, для каждой женщины огромную роль играет и регулярное системное самообследование. Любая уважающая себя девушка, женщина, конечно, должна уметь обследовать молочные железы. Молочные железы обследуются после критических дней. В каждой поликлинике есть схема этого самообследования, есть в интернете. То есть это достаточно просто. Просто надо выделить себе буквально 5 минут один раз в месяц, чтобы себя обследовать. Онкология сегодня – это не приговоры. И хотя рак чаще всего делит жизнь людей на до и после, иногда это после бывает даже лучше. Многим это позволяет переосмыслить ценности и по-другому взглянуть на жизнь. В частности, рак груди полностью излечим. Конечно, при условии, если заболевание обнаружено вовремя, на ранней стадии. И мы надеемся, что и этот репортаж для кого-то станет поводом уделить чуть больше внимания своему здоровью. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев, Новости Уфа.